Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу обычную программу на телеканале «Спас». Диалог под часами. И сегодня нашим гостем будет очень интересный человек. Зовут его Роман Исламов. Это православный татарин, который и принял святое крещение, и воцерковился, и имеет большое общение среди татар, которые интересуются вопросами православной веры. И я думаю, нам будет всем интересно с ним познакомиться. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Вот как вы вообще поживаете-то? Да, слава Богу. Как вообще православному татарину на Руси живется? Ну, знаете, вот время лучший лекарь. Со временем, ближе к старости, все лучше и лучше. Вот, видите, как хорошо. Вы, так сказать, стали мудрее и обходите всякие возможные острые углы. То есть без аварий ездите. Да. Хорошо. А давно вы вообще крестились-то? Слава Богу. Ну, крестился я в лихие 90-е, как говорится, вот в 27 лет, вот, когда все занимались коммерцией. И мы с друзьями тоже занялись. Потом, значит, попали в неприятную ситуацию, как обычно это было в долги в 90-е годы. И оказалось, что у меня друг православный бизнесмен. Вот. То есть само словосочетание «бизнесмен» это было тогда круто. А православный для меня это было что-то новое. Вот. И я стал ему задавать вопросы, интересоваться. А вы что, не в курсе дела там, о крещении Руси, не слышали, что ли? Нет. Как-то это было уроки истории. Получил оценку и все, до свидания, школа. Как бы. Понятно. Да, вот так. То есть реально это не осознаешь после школы. Вот. То есть он на вас как-то повлиял? Да. Он был воцерковленный парень? Да. Как ни странно, интересно. В те времена. И развал Советского Союза. То есть развалился Советский Союз. Я отслужил в армии. Наша армия лучшая в мире. Наша советская техника лучшая в мире, как тогда говорили. И вдруг все это рухнуло. Вот. И... А что, если молотком дать по самой красивой вазе? Останутся одни осколки, ну что ж тут. Это дело обыкновенное. Да. И бывает так вот, некоторые даже замечают, что самый лучший и умер, а какой-то там дармоед все живет и живет. И такое бывает. Поэтому непонятно, как промысел Божий действует. Да, но тогда был еще такой момент, что все увлекались наукой. Ученые для советского периода это было что-то. Это было, ну, конечно, да. И вдруг вот в журнале «Техника молодежи» я нахожу статью академика Раушенбаха. Да, «Логика триединства». Я ее очень долго хранил, этот журнал, я его прочитал, и у меня начались как бы мыслительные процессы вот именно о религии, задумался я впервые. Здесь надо отметить, что каждый татарин, он с детства, они религиозные. То есть вот меня мама, бабушка учила арабским молитвам, я их до сих пор знаю наизусть. Вот. И даже при встречах говорю их, но не говорю последнее слово. Потому что последнее слово в каждой молитве, оно оказалось, годам к 30 я понял, что это «Аминь». То есть на арабском и на еврейском языках, на семитских языках это, значит, да будет так, это окончание всего. А что я произнес, никто не знает. Вот у кого, вот сколько десятков лет я спрашиваю татар, что я за молитву я прочитал. Вот никто не знает перевода. Ну или говорят, там в интернете узнаешь, там к мулле обратись. Ну, да, вот так вот. Довольно трудно. Да. Ну, а вы, собственно, были человеком, который ходит в мечеть, да? Нет. Ульяновск – это родина Ленина, это заповедник коммунизма. Вот. Там, да, я слыхал. Я скоро туда поеду, кстати. Вот. Поэтому я еще с большим интересом именно с вами встретился сегодня, что перед поездкой я собираюсь. Но мне как-то приятнее название Симбирск. Да. И вот здесь вот, может быть, как раз, кстати, мы вот православные активисты, я вот понял в своей жизни, что нужно доносить современными терминами. Это, в принципе, и батюшки говорят, инструкция от Бога. Вот как Евангелие – это инструкция от Бога. И вот мы собрались, православные активисты Симбирска, и открыли музей преступлений большевиков.
Вот. Ну, сейчас как бы интернет у каждого, можно одним пальцем набрать в интернете, открывается, значит, музей преступлений большевиков в Ульяновске, на родине Ленина, и там поднялся хай такой. Вот. Ну, интересно, надо будет посетить. Да, да. Причем, вот, как бы, были варианты разные, на окраине города бесплатно было, но я молился, думаю, Господи, если это угодно, это нужно в центре города. И музей открылся на улице Карла Маркса. Вот. Тоже. Да, в центре, А он в центре тоже города. жил в Симбирске, Нет, да? нет. А как же так получилось, что улица в честь него? В 20 веке большевики дважды эту улицу с легкостью переименовывали. С 18 по 40 год она была улица Лассаля. Кто это такой и что он сделал для симбирян, это вообще вопрос. И с 40 года до наших дней она пока вот Карла Маркса. А я был в Цюрихе и видел дом. Там написано, здесь жил фюрер русской революции Владимир Ленин. Вот так, да. Да, это наш фюрер там жил. Да. Да, ну и в интернете многие знают, это многие православные, ваши вот видеоролик, где вы сравниваете человека по кличке Ленин. Я тоже не называю его Ленин, потому что человек отказался от христианского имени. Вот Владимир Ульянов по кличке Ленин, где вы его сравните с Гитлером по своим делам, по своему вкладу в нашу Просто по родину. качествам души. Да, да. Конечно, они люди разные, и, так сказать, и интеллектуально разные, и воспитание разное, но все-таки пропитаны они были очень, как бы, европейским таким влиянием. И тот, и другой. Но у каждого был, как бы, свой крен. Как вот русский гений Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, что у сатаны две руки. И если человек с одной не ест, ему может предложить с другой. Вот. Так что вот в этом смысле они, конечно, там есть всякие сходства в делах. Ну, по крайней мере, в отношении к русскому, ну и татарскому народу. Я-то вообще-то не очень как бы отличаю, потому что вот когда я первый раз приехал в Казань, меня поразило. Огромное количество священников с такими раскосыми глазами, со скулами, прям вот такие вот монголоидные лица. И татары. Блондины, серо-голубоглазые. И, в общем, если угадывать, то никогда не угадаешь. Ну, даже турки стали такие светлые, как бы... Ну, турки-то у них за счет янычар. Да. Они, конечно, там турок там есть и армянин бывший, турок есть и... ну, вплоть до скандинавов. Это, конечно. Там особая статья, это действительно вот такие были влияния. А вот с нашими татарами тут так скорее, что человек просто говорит, я татарин, значит, он татарин. А так, если смотреть генетику, то там окажется много всего и тюркское, может быть, и монгольское там есть составляющие, ну и славянское, безусловно. Да, но все-таки понимаешь, что с возрастом, понимаешь, что вот это есть языковая семья. Вот все в России, языковая семья, и здесь как бы менталитет более-менее одинаков вырабатывается у всех. Вот, и я хотел сказать, что вот, как ни странно, но вот... Вот когда музей открылся, значит, входит в музей, значит, человек возбужденный такой, чувствуется старшее поколение такой, и говорит, кто открыл музей, это как, что, как, где, ну, человек возбужденный. Я у него спрашиваю, а можете сказать хоть одно высказывание Ленина о русском народе, о русском человеке? Начинается мыслительный процесс в глазах. А вот при Брежневе мы жили, а вот зато при Брежневе мы жили. То есть вот люди не задумывались о прошлом вообще. Вот у них был период хороший. Ну, в общем, конечно, для людей это очень важно. Ну, во-первых, Брежнев – это время молодости, кто сейчас уже в годах. А молодость всегда воспринимается. И сахар был слаще, вода была мокрее. Гораздо. Вот. И вот пытаешься донести материалы, но люди воспринимают это все эмоционально. И по жизни, вот воцерковляясь, я сам уже задался вот таким вопросом. Вот Бог профессионал или он такой сказочник? Вот. То есть интересная мысль. Да. Но с другой стороны, Бог, он, ну, как бы внутри
вещь в себе. А понимание его, оно, может быть, зависит от мышления человека. Он может сказать, что Бог профессионал. Но судя по тому, какие законы заложены вообще в мироздании, это, конечно, профессионал. А с тем, что ну, насколько красив и сказочен этот мир, вот... Да, и мне понравилось вот такое сравнение по жизни, я его вот многим татарам объясняю. Вот если мы хотим дожить до старости, до счастливой, доехать, и управляя автомобилем, чтобы не попасть в автокатастрофу, мы должны, значит, закончить автошколу, теорию, практику, все это сдать и соблюдать всю жизнь. Вот. Также, если мы хотим доехать до рая, мы должны знать 10 заповедей Божьих и их соблюдать вот, всю жизнь. Вот, то есть получается... Ну, с одной стороны, но с другой стороны, 10 заповедей, они принадлежат Ветхому Заветному закону. Ну, тогда, скажем, закон он не спасает. Плюс 9 заповедей Нового Завета, заповеди блаженств. Но заповедь блаженства требует очень глубокого толкования. Да. Это но соблюдать... вообще большинству людей даже объяснить нельзя из тех, которые в церковь ходят. Да, но соблюдать мы должны и теорию знать. Если человек не знает Евангелия, ну, а это большинство, к сожалению, христиан, не знает теории, ему и практика не нужна, естественно, так и вождение. Вот. И чем больше на дорогах людей, соблюдающих правила дорожного движения, тем больше порядка у нас, тем меньше... Ну, разумеется, да, это вот. разумеется. Скажите, пожалуйста, а когда вы уже осознали себя христианином? Христианином, ну, наверное, когда вот изучил этот вопрос и стал перед вопросом, что вот мне 27 лет, и самое главное в моей жизни – это вот принятие таинства крещения. Вот уже до крещения я уже осознал. Ну, а существовала какая-то вот борьба внутренняя? Да, естественно, это было. Но просто я понял, что я сделал то же, что сделал князь Владимир, «Красное солнышко». Я провел сравнительный анализ. Ну, не 3 религий, как он, а 2 религий. Вот. Ну, понятно. Да, вот ну, а вот. вы в исламе-то так разбираетесь? Ну, приходится. Или да. это уже стали после того, как крестились? Естественно, после того, как крестился, я ходил и на лекции, и купил Коран, и в интернете очень много переписки, ну, как бы сейчас материалов много, и читал очень много по этой теме, потому что пытаешься до людей профессионально донести. То есть губит нас во всем непрофессионализм. И вождение автомобиля, и вот в управлении страной люди пытались построить Советский Союз, а получился совок, который рухнул. Почему? Да непрофессионализм там был у всех. Как бы, вот как Ленин говорил. Ну, с другой стороны, тут 2 фактора очень мощных, даже 3. Первый фактор – то, что не знали, что такое социализм. Да. Второй фактор – сам народ по своей природе, он был христианский. Это ему было трудно. А 3-й фактор – Господа Бога. Ну, как без Господа Бога что-то построить? Картошку не вырастешь. Она какая-то получится мелкой, жук съест. Это, в общем... Да, вот такой пример мне недавно попался на глаза. Вот Надежда Константиновна Крупская, когда приехала к Ленину в Шушинское, значит, полицейские ей сказали, что она или должны венчаться, или она должна уехать. Вот так, как вот Ленин в ссылке находится, вот, он, значит, должен быть один. И тогда, как она говорит, мы исполнили этот балаган, этот цирк. И повенчались в церкви. Нашли там среди местных мужичков, крестных отцов, и повенчались. То есть вот... Но это не крестные отцы называется. Ну да, но факт, Шаферы. Факт, что они исполнили обряд чисто формально, да. Хотя всю жизнь прожили, не регистрируя свои отношения, ну, как и все большевики, коммунисты, вот. Потому что, оказывается, если почитать манифест коммунистической партии, а я перед этим, пришлось мне все это проштудировать, и Карла Маркса прочитал, и Энгельса, вот, так там, оказывается, все уничтожить семью, в том числе, манифест. Самое главное такое. Но здесь такая вещь, что вот это вот не понимают и сегодняшние коммунисты, и вот полицейский, который надзирал за Лениным, то есть администрация уже, элита государства, она тоже относилась к христианству чисто формально.
перед революцией. Вот. Нет, ну, во-первых, не все, но какие-то, как всегда, были. Да. То есть предложить революционерам венчаться, ну это Нет, просто... это просто государственная машина. Да, Действовал по инструкции. Никакой другой формы брака для русских людей не было. А священник – это был человек, который есть государственный служащий. А она по закону была никто. А если она его жена, тогда она имеет право. Вот почему. А это только в форме венчания. Или, допустим, они объявили себя татарами. Им бы муллу пригласили, он исполнил бы мусульманский обряд. И это было совершенно законно. Да, но вот такое внешнее, фарисейское, оно изгубило и Российскую империю, а потом, как ни странно, и совок. Вот, и совок тоже вот фарисейское отношение вот ко всему сгубило. Даже к Богу, скажем так, непрофессиональное отношение с Богом вот выстраивается. В общем, да, вот я помню, в нашем институте педагогическом у нас преподавателя по научному атеизму все называли водопроводчик, потому что его экскурсы в жизнь религиозные, а ребята все были такие более-менее, как теперь говорят, продвинутые. Некоторые даже вот гуртом в церковь входили. Вот, я в этот гурт тоже входил. Вот, и просто смеялись, что он там говорит о религии. Вот. Так что, ну что ж делать. С другой стороны, может быть, слава Богу, потому что... но на людей простых очень это действовало, и то, что люди произошли от обезьяны, это как-то очень прочно в них вошло. То есть вот пропаганда большевистская, она... Ну, сыграла, сейчас все русские люди, например, говорят, не надо детей рожать, чтобы не разводить нищету. Да. Например, это очень прочно в головах сидит. Да. И вот я как бы нашел статью интересную, такую анекдот от батюшки, от отца Михаила Ардова. Вот хочу зачитать такой небольшой анекдот. Почему в советские времена специалисты советские были в кавычках лучшие в мире. Вот, значит... Анекдот. В медицинском институте идет выпускной экзамен. Профессор указывает студенту на 2 скелета. Что вы можете сказать? Кто это были, мужчины или женщины? Студент молчит. Ну хорошо, в каком примерно возрасте эти люди скончались? Опять молчание. Студент вот, весь напрягся. Не замечаете ли вы следы каких-нибудь болезней? И тут нет ответа. Тогда профессор произносит: послушайте, чему же вас 5 лет здесь учили? Студент с удивлением смотрит на него и говорит: неужели это Маркс и Энгельс? Вот. Да. Ну что ж, очень смешно. Так, но вот мне все-таки, если вернуться к татарской теме, меня это как бы очень интересует. И вот вы с крященской общиной знакомы? Да. Которые живут в Татарии? Да, причем здесь такой интересный момент. У меня детство прошло у бабушки в деревне в Татарстане. Вот. И я все лето провел у бабушки в деревне, но когда вырос, я буквально лет 10-15 назад узнал, что есть такой народ кряшены. Я до этого и не знал вообще, честно скажу, вот такой удивительный момент. Вот. Но я впервые об этом узнал в Казани. И, оказывается, их очень много все-таки. Да. Это очень заметная такая община. Да. А вот они, кряшены, они отличаются от нашего русского православия? Я имею в виду, как-то по духу, по устройству жилища, семейной жизни? Нет, скорее вот чувашская церковь, она отличается. Как-то там, вот, не хочется сказать язычество, но своеобразие вот в чувашской церкви я заметил. А у кряшен нет. У них такой культурный, цивилизованный народ. Но здесь есть один такой момент. Казанская власть давит на них, что вас крестил насильно Иван Грозный. Ну, это всем известно. Они говорят, что нет. Мы крестились до крещения Руси, до Ивана Грозного. Вот. И тут такой момент. Моя сестра родная как-то говорит:
А вот правда наши бабушки, татарки, они красивее. Вот самые красивые, они все в платках, все такие вот ухоженные. Я говорю, ну да, есть такой момент, но каждый японец любит свою бабушку, японскую. Там кореец, корейскую. Да, да. Японские? Да. Ну, я не знаю, ну, но... Тогда самое красивое. Самое красивое в человеке – это платок. Это же известно. Нет. Каждый внук любит свою бабушку. Здесь такой момент. Ну, а если она добрая, а если злая? Ну, злых бабушек, наверное, нет. Все-таки все они Редко, добрые. но бывает. Ну, да. Так вот, у меня такой случился момент потом, когда я познакомился с кряшинами, вот люблю к ним ездить, отдыхать, там раздолье в Татарстане, природа очень замечательная, на рыбалку ездим с батюшками, и у них есть музей кряшин. Захожу я в этот музей, и там, значит, портрет пожилых людей кряшин. То есть я тюрков, ну, угадываю даже в храме. Вот стоит человек, женщина, мужчина, тюрки. Я подхожу к ним, у меня уже всегда визитка с собой, книжка о нашей общине православных татар. Я пытаюсь объяснить, вот, ну, как бы, вот, то есть глаз наметан, что называется. И вот смотрю я в этом музее кряшинском, истории кряшинского народа, на фотографии пожилых кряшин, и вижу, что это не тюрки. Это все финно-угры. Вот пожилые бабушки, там дедушки, это извините, финно-угры. Да, а я думал как раз, что это крещеные татары. Нет, там есть процент, там 10-15% есть кряшеные. Но есть и браки, кто там, я знаю... А язык у них тюркский? Чисто татарский. Чисто татарский, да. Здесь вот с батюшками я тоже много беседовал, причем они на кряшинском, я на татарском, и служба идет у них на кряшинском. Вот. Но в конце концов мы пришли, значит, к выводу, что это чисто татарский язык. Кряшинский. Да, кряшинский, да. Вот. Причем они говорят, что у них меньше заимствований, чем в татарском языке. С арабского, там, с фарси меньше вот у них заимствований. То есть они чисто да, потому что все-таки это они, в сельской местности, локальная группа. Да. Но это даже у нас на Балканах, вот язык у сербов, они больше гораздо древнеславянских слов сохранили, чем у нас в русском. Потому что язык, он так не развивался, они жили локально. Да. И вот здесь вот такой момент, психология человека. Вот вроде бы все мы образованные, все мы грамотные, да? Но вот как коммунисты теперешние не хотят знать... Я согласен. Да. Насчет образованности, это все-таки редкие явления. Да, здесь такой момент, я еще вот нашел такое понятие религиозная безграмотность. То есть самая грамотность... Ну это наша советская беда. Да, ну она, наверное, и европейская, и вообще всех людей, и тюрков. Вы знаете, в Европе, ну если вы у любого, вот, если только это окажется не бывший житель СНГ на остановке. Да. Таких там тоже много. И если спросишь, там 10 заповедей, тебе человек назовет. Перечислит все Евангелия, обязательно расскажет про апостолов, все праздники назовет. Да. Ну, а у нас здесь другая ситуация. Людям некогда. Говорят, мне не до этого, мне вот работа, там денег не хватает на жизнь, вот это, бывает, вот это, да. Вот. И пытаюсь я с татарами тоже поговорить, они уходят от темы, как бы, вот. И если узнают, что я крещеный татарин, все, замыкается. Да какой ты татарин, все, ты, значит, враг народа. Вот. Это чисто, ну, психология такая язычников. Вот. Как я понял, что у всех язычников, ну, психология срабатывает одинаково, только в защиту уходят. Вот никакого диалога, никакого разговора. Вот, ну, люди не хотят, по большому счету. Они так ограничиваются. Вот у вас своя вера, у нас своя, и все. Вот. А сейчас еще усиленно навязывают экуменизм, что да, у всех одна и та же вера. Вот все мы одним Богом созданы, у всех один Бог. Это да. Совершенно так. Но вера разная. Да. Даже внутри христианской общины вера разная. Да. Потому что во что человек верит? Один верит в Троицу, другой в Богородицу, а третий в стеариновую свечку. Все по-разному. И отношения по-разному. Вот. А вот интересно, значит, вы Коран
все-таки знаете, да? Ну да, да, да. А вот много ли вы встречаете татар, которые читают Коран? Вот я хотел сказать, что никто не читает, ну, из моих родственников, вот с кем я общаюсь, они говорят так: обратись к мулле, и все. Вот, ну, вот так вот, как бы. А муллы читают все-таки? Ну, я не знаю, это я, да. У вас друзья есть муллы? Нет, нет. А тоже вас как-то сторонятся, что ли? Вы Нет, пытались? ну, я сам, как бы, я среднестатистический россиянин, скажем так, и общаюсь с тем, с кем пересекаюсь по жизни. Вот, есть татары, мои друзья, вот. А супруга ваша татарка? Нет, я не женат. А, до сих пор? Да. И, кстати, у меня алиби именно по этой же причине во многом. То есть моя мама покойная, она была резко против, чтобы я женился на русской. Вот. Ну, так и что? Ну, знаете, вот что-то в этом есть. Вот есть же Украинская православная церковь, Белорусская православная церковь. Вроде бы и славяне, и религия одна, а народ-то не ассимилируется, он сохраняется, и украинцы, и белорусы. Ну, не знаю, даже если взять огромный микроскоп и рассмотреть белоруса и русского, вы не найдете никакой разницы вообще. Ну, согласен. Ни в генах, Да. ни в языке. Да. Вот. Есть, конечно, некоторые вот, звуки и в начертании письмен. Вот как-то вот. Ну, решили, что писать корова. Ну, так как вам Диалекты, угодно. да, просто диалекты. Ну, да. это даже, в общем, диалект так незначительный. Также украинский, он, конечно, в разных областях свой, но совсем недавно, 100 лет назад, у нас в каждой губернии был свой диалект. Да, И следы да, его да, остались. да. Вот во Владимирской области не говорят огурцы. У нас говорят огурцы, а у них говорят угурцы. Ну так что ж теперь? Другой народ теперь, владимирцы. Да, но вот, как ни странно, события на Украине показали, что психика у людей меняется на 180 градусов. Вот. Не сразу это, столетиями, но вот теперь... Нет, но тут дело в том, что есть такое, ну, целенаправленное внушение в таком, в стерильном плане. Вот то же самое в Германии было, когда Адольф Алойзевич Шикельгрубер пришел к власти, то вот такая пропаганда, она вдруг превратила всех немцев, а там есть и евангелические лютеране, есть и католики, вот, все вдруг превратились в фашистов. Это что же такая религиозная, такая секта оккультная? Ну вот, и все кричали. Просто я понял, как бы, вот церковляясь, вот как бы сначала вызывало отрыв, удивление, ну почему же вы не понимаете, люди, да, как бы, ну все же вот по полочкам расписано, все элементарно, но здесь такая вещь, что все язычники реагируют одинаково, виноват кто-то внешний, вот для украинцев виноваты москали. Вот. И для любой группы виноват кто-то. Ну, для Гитлера были виноваты, значит, там, советское, жидобольшевистское правительство. Ну, еще вот. цыгане. Да, да. Вот. Вот. То есть всегда человек, как бы непрофессионально выстроивший отношения с Богом, он винит другого, соседа, ближнего своего, но не себя. Вот такая вот вещь. Понятно, что так это все и происходит. Но главное, меня вот удивляется, что некоторая горячность современных жителей России, что вот говорят, ну как вот там на Украине люди не понимают? Ну как у нас 50 лет назад тому не понимали, что коммунизм это никакое не светлое будущее всего человечества. А если это наступит, то это просто мрак и ад. Ну как? Да. Вот так же и сейчас и на Украине. Да. Киев как зеркало русской революции. Все те же самые процессы, те же механизмы, те же самые деньги, те же движущие силы. Все, как бы можно прям наблюдать. Включаешь телевизор и смотришь, что было у нас там
100 лет назад. Да, и получается такая вот странная вещь, что христианство для всех, оно как высшая математика. Получается, очень сложно для людей понять. Вот. И начинаются обычные ссылки, там, если тебя ударили, подставь вторую щеку, что это религия слабых. И при этом забывает, что князь Владимир – это реальная историческая личность. Александр Невский, Дмитрий Донской. Да нет, никто не забывает. Просто ум, настроенный определенным образом, он не может все объять. Он не может сделать выводы. Ну, например, очень же многие люди говорят, что религия противоречит науке. Как объяснить, что все крупнейшие ученые, они были весьма религиозны? Да. Не просто, а даже были христиане. И вот здесь я хочу показать одну книжку из собрания музея нашего, которое там, у нас много материалов мы собрали, слава богу, сейчас много. Вот эта книжка переведена с английского языка и написана великим русским авиаконструктором Игорем Сикорским, который до революции строил, огромные самолеты, Илья Муромец. В 18 году вынужден был от большевистского террора бежать на Запад, основал свою фирму в США. И когда Хрущев приехал, а Хрущев обещал по телевизору показать последнего папа по телевизору, и президент Соединенных Штатов встретил его на вертолетах Игоря Сикорского. И получилось так, что Игорь Сикорский был отпет, он создал свою фирму, собрал русских, инженеров, которые эмигрировали вместе с ним в Америку, которые сделали огромный вклад в науку, и они построили храм, в церковь, и он был отпет в этом храме. И похоронен на национальном американском кладбище вместе с выдающимися людьми Америки, которые внесли выдающийся вклад в государство в это. Что мы потеряли, что Россия потеряла. А Хрущев, обещавший показать последнего папа по телевизору, какой он теперь имеет авторитет в России? Да нет, конечно, так в школе еще проходит, наверное, как исторический персонаж. Да, персонаж такой. Но больше связывается с Карибским кризисом. Да. И больше с кукурузой. С кукурузой это уже старшее поколение. Молодежь про кукурузу не вспоминает. Да. И оказалось, что Игорь Сикорский, оставаясь на чужбине, всю жизнь вынужденно написал религиозный философский труд. «Небо и небеса». И уже выйдя на пенсию, в отставку, выйдя из своей фирмы, он, был и на Афоне, и посещал русские монастыри на Афоне, и построил храм Божий на свои средства. Сейчас в Москве начата подготовка к рождественским образовательным чтениям. Да. И темы их выбраны 1917-2017 итоги столетия. И чтобы это понять, забег на 100 лет, сравним с Германией, с каким-нибудь спортсменом. Россия и Германия. Что приобрела, что потеряла Россия за 100 лет. Если взять Германию, немецкое правительство оказалось более цельное, более собранное. И что они сделали со своими революционерами? Они перестреляли всех этих Карл Липкнехтов, Роза Люксембург, очень жестко подавили революцию. И немецкий пролетариат сейчас делает немецкие машины. Покажите русского чиновника, который бы ездил на русской машине. Все хотят на немецкой машине ездить. Такой итог столетия, можно сказать. Это частный случай. В освоении близкого космического пространства мы впереди планеты, все летают на наших моторах. Относительно впереди, А потом в области балета. Да. Назовите мне немецкую балерину. Одну. Или мне вспоминается случай, с поэтом Борисом Пастернаком. Это показательный случай, как в Советском Союзе относились к людям. Его сначала возвеличили, назвали чуть ли не поэтом номер 1 в СССР. Но когда он начал критиковать, его начали шельмовать. Представьте себе, возник какой-то поэт в Америке и начнет критиковать. И что с ним будет? Его перестанут печатать. Да, а потом он окажется вообще вытесненным из США,
ему вспомнят, что 96 лет тому назад он приставал к какой-то школьнице, вот, и возбудят дело, осудят на 90 лет тюрьмы. Вот. Это же очень все просто. Может быть, но здесь... Да вот, нет, да точно, просто как-то очень мы, уж очень как-то, ну, поэтизируем. Нет, мы не поэтизируем, но здесь показателен вот момент, опять же, профессионализма или непрофессионализма. В историю травля Пастернака вошла, значит, под таким девизом «не читал, но осуждаю». То есть это реально была статья в газете. Это да. Конечно. Вот, ну, то есть это... непрофессионализм людей. Но такого рода непрофессионализм, он встречается и у Кряшинов, и у англосаксов, и где угодно. Вот, например, сейчас у нас в стране идет дискуссия по поводу того, что губернатор города Орла благословил построить памятник Ивану IV, Васильевичу Грозному. Вот. Памятник стоит. Все, вот очень много людей говорят, что как можно такому человеку поставить памятник. Ну, возьмем такую страну, очень известную, в силу того, что там штаб-квартира НАТО, Бельгия. И возьмем короля Леопольда II. С его благословения было убито миллионы африканцев в XIX веке. Не в XVI, когда жил Иван Васильевич, а вот. Если Иван Васильевич загубил там от 3 до 7 тысяч душ, и все. А этот миллионы. И вот памятник стоит на коне, он с большой бородой, с точки зрения... Ну, или работорговля. Да. В Америке, нет, а убивали почему? Если негр не выполнял норму, его жестоким образом наказывали. И просто они гибли сотнями тысяч. И миллионы погибли. И вот памятник стоит, никто что-то в Бельгии не собирается, местная интеллигенция, никаких там ни плакатов, ничего. Вот это вот какое-то странное такое впечатление. Поэтому вот как-то уж очень смотреть с каким-то подобострастным восхищением на историю наших соседей по Европе и осуждать именно своего тирана, так уж очень, как смысл, такая эпоха была, 16 век, а Петр Алексеевич лично голову рубил секирой этим самым стрельцам. Тоже, казалось, не царское дело голову рубить. А он, да и я. Несколько голов сам, говорят, отрубил. Да, но сейчас, вот благодаря этим событиям Евросоюзу, вот, к кризису этому с Европой, люди как бы стали более трезво относиться к Европе. Вот это тоже... Но трезво почему? Потому что сразу пошла информация. Да. Что вот стоят люди в галстуках, в белых рубашечках и называют черное, ну ладно бы белым, а то зеленым, фиолетовым, там в цветочках. То есть вообще вот берут какую-то... Или вот здесь убивают 10 тысяч человек, 300 километров левей убивают 60. Это не замечается, это на этом концентрация. Ну, ясно, что у людей либо что-то со зрением, либо они жулики. Но здесь, опять же, если взять психологию человека, в политическом плане поведение людей становится понятным. Но вот в религиозном для людей вот православие – это тайна за 7 печатями. Вот понять христианство вот для людей – это как высшая математика. Так Богу было угодно, чтобы я стал священником. Я вот 37 лет этим занимаюсь. Очень трудно объяснить, что такое христианство. Очень трудно объяснить, что такое покаяние. Вот такие вещи фундаментальные. Очень трудно. Причем вот приходят люди, обычно приходят в церковь
приходят как-то к Господу Богу. Вот. А люди все равно, они как-то нацелены на другое. Ведь, ну вот, давай посмотрим, чего ты просишь у распятого Христа? Вот ты просишь благополучия, исцеления от болезни, ты так хорошо, а ты просишь благополучия своим детям. У кого? У Богородицы. Но вот как ты считаешь, ее сынок, он был благополучен? А тебе не стыдно вот так вот? Как-то в голове вообще что-то такое происходит у человека или нет? Или совершенно забывает о страданиях и скорбях Пречистой Девы Богородицы, а думает исключительно все внимание на своего внука там, или дочки, и вот что она там вот, как бы ей помочь, и только в одном плане, чтобы у нее было благополучие и подольше пожить. Да. Вот тогда как бы мне такой вопрос однажды услышал я. Вот наш Господь, Он как бы умер в своей семье, в благополучии или как? Или в борьбе? Он, в общем-то, умер в борьбе. Вот. С кем? Со злом и, можно сказать, непрофессионализмом людей. Но да. Это ваш конек, так сказать, непрофессионализм. Да. Здесь... Ну хорошо. А позвольте, вот я... В чем борьба-то его? Я вот, ну, однажды был у него такой акт, вот он изгнал торгующих из храма, но и то там не было борьбы, выгнал вот этих животных, которым торговали, вот, сделав такой бич, вот, из веревок и кожаных, может, лент, вот, собственно, и все, а так довольно кротко, голос не повышал. Да. Ни к революции не призывал. Все, да, просто, ну, говорил так довольно громко, отчетливо, но говорил так вот, что сходу не поймешь. Там, вы соль земли. Ну как? Это, ну, давай землю копать, где там соль, что имеется в виду. Это надо, все нуждается в растолковании очень серьезно. Да, и вот здесь, вот, слава Богу, святые отцы, вот, имеющие дар слова и имеющие писательский дар, они помогают нам это понять. И вот здесь хочу привести пример Достоевского и Кураева. Вот когда говоришь Кураев, многие православные, особенно у меня вот в Симбирске, Ульяновске, напрягаются сразу же, что Кураев там. Но вот Достоевский это хорошо объяснил, что в этом мире дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердце человека. Ну да, есть такие у него замечательные слова. Вот. И я благодарен вот диакону Андрею Кураеву, который сказал однажды такую вещь, что единственная религия на земле – христианство, которая честно признает свое поражение в истории, вот, в истории человечества. Ну, отец Андрей, он любит такие тоже как бы парадоксальные. А я вот, например, считаю, что как раз Христос победил мир. Вот, потому что если победа такая, ну, государственно-политическая или победа финансовая, это, ну, там кто угодно победил, только не христианство. Ну, понятно, потому что Царство Христово, оно не от мира сего. Да. Но если человек на земле, ну, кроме детей до 5 лет, которые не слыхали бы имя Христос. Разве есть хотя бы один мусульманин, который не знает имя Христос? Все знают. Разве это не победа? Ну вот. Да, здесь как-то сложно вот сказать. Да ничего так сложного, просто донести, наверное, суть. Что считать победой? Да. Вот Христос взошел на крест. Это что? Поражение, что ли? Ну, лучше бы, чтобы он, значит, собрал бы войско и порубал бы всем голову. Да. Здесь вот опять люди не видят простой вещи, и даже многие, ну сейчас уже этого нет, но мне встречались татары, которые не знают, от чего у нас летоисчисление идет.
Почему воскресенье? Вот суббота, воскресенье. Что означает суббота и воскресенье? У нас-то это у христиан, у татар же по-другое. Нет, ну, у татар первый язык номер один – это русский язык. Татарский он уже, ну, в деревнях только остался. Ну да. Да. Я здесь знаю в Москве татар, которые английский язык знают лучше, чем свой родной татарский, как бы. Для татар язык номер один – это русский. Вот. Ну так и что? У меня есть одна родственница, которая по-немецки лучше говорит, чем по-русски. По-русски. Угу. То есть гораздо свободнее. Да. Потому что она знает, ну, досконально немецкий язык. А русским она специально так не занималась. Вот. Ну вот только и что тут такого-то? Если татарский язык не учить, то и откуда будешь знать? Да, но и люди как бы и не стремятся к этому. Они живут вот как живут. И здесь просто понять нужно. Вот если Господь сказал, наш Христос, Бог Вселенной, я вот так еще обязательно подчеркиваю, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее до конца времен. А что же Он создал? До конца времен такого там нету. Да. Просто и врата ада не одолеют ее. Да. Все. Вот. А что же Он создал? Он создал христианскую Европу, христианскую Россию, христианскую цивилизацию. Нет, это не Он создал. Это создали его последователи. Ну да, да. Вот. А сам Он создал церковь. Да. И вот церковь, она живет. Вот вы к ней приобщились. И вообще масса народов приобщились к церкви. А вот цель вашей общины. Вот вы же представитель такой татарской православной общины. А да. Почему вы так тогда выделились? Вот в моем приходе, ну, татар много. Тоже есть. Вот. А вообще 35 национальностей разных. А представляете, мы бы сейчас разделились на 35 приходов. Да. У меня всего 8, а разделились на 35 по национальным квартирам. Что это вообще дает? Какой смысл? Знаете, что... Вот что, у вас какая-то есть цель, может быть, миссионерская? Естественно, она есть у каждого неофита. А каждый человек начинает нести в этот мир то, что он знал. Вы не неофит, уже 10 лет-то прошло. Да, но с одной стороны, а с другой неофит. Я понимаю, что для чего Господь меня провел вот через эти уже больше, чем 10 лет, 15 лет. То есть, когда я пытался это донести родственникам, знакомым, друзьям о Христе, а людям это не нужно. Людям это не нужно. Вот они живут материальным миром. И потом я понял, что для чего Господь это делает. А Он ждет от меня, даже когда сам Господь проповедовал на земле, Он не обратил всех жителей Иерусалима. Вот. Не все за ним пошли, а малое число. Конечно, да. конечно, да. И потом уже приходит понимание, что и ты весь этот мир, есть такое слово, не окучишь. Вот. Не окучишь. Нет, окучить ты можно, но все, да, ничего не вырастет. Не вырастет. А что же должно вырасти? А Господь ждет личной победы. Вот. Я понял, что в христианстве да, есть... но все-таки, вот и община, можно и мне личная. объяснить, для чего православным татарам отделиться в отдельную общину? Но я понимаю, например, для лучшего понимания богослужения молиться по-татарски. Но для вас родной язык русский. Да. А татарский уже второй язык. Да. Но тогда какой смысл? Ну, он, наверное, так и не какая-то получилось. Цель должна быть? Ну, да. хотя бы такая, знаете, чисто теоретическая. Нет, она была такая же цель, как вот Чувашская православная церковь. Точно так же, как пришли Кирилл и Мефодий, учителя славянские, и, значит, просветили славян, перевели Библию на язык этих племен славянских. И ну, по-татарски это 100 лет переведено. Да, но Библии, я потом выяснил, что татары все, они интегрированы каждый в свой приход. Они обрусели, проще говоря, они обрусели. Вот, и им не нужен вот, своя татарская община, вот, по большому счету, им не нужна. Ну да. Да. Вот это вот результат. И в результате всех моих миссий, то есть мне приходилось изучать 3 религии на самом деле. Иудаизм, ислам, христианство, основы. То есть я могу, вот как бы, вот знаю, ну, как донести ислам до мусульманина. Вот, ну, хотя благодаря интернету сейчас все знают. Вот основные понятия уже все кто знают. Пользуется. Да. Но я понял, что суть в том, что
Все это я выучив, я понял, что Господь ждет от меня личной победы. И у каждого есть личный апокалипсис. Грядет вселенский, как бы в масштабе всего земного шара, но каждый человек умирает сам. Ну, то. Да, и его ждет суд Божий, главный экзамен на земле. Я понял, что вот нужно готовиться к этому. Ну, это вы правильно. Вот как ни Правильно, странно. совершенно Да. эволюция. Да. Конечно. Вот. Ну, а татары, как сказать, каждый выбирает свое. Материальный человек живет в этом материальном мире, а человек, ищущий, значит, высшую идею, он находит Бога истинного. Вот. Уже не в горизонтальной плоскости ищет, а вертикальной, смотрит на небо. Но вот у вас бывали случаи, чтобы после общения с вами кто-то из ваших соплеменников принял бы христианство? Есть такие случаи? Ну, прямо сказать я не могу, так нет. Нет. Да? Нет. Ну что ж, Да. понятно. У меня было другой момент. Я удивлялся, узнавая, что вот этот вот татарин православный приезжал в Ульяновск, ну где бы я ни был по России, ездил в Казани, в Москве, в Саратове, я везде узнавал, что есть татары православные, вот, и рядовые, и священники, и монахи даже. Для меня было открытие, что татары с татарским темпераментом монахи. Вот. Ну а как им не быть, странно. если в Японии есть православные? Ну, да, ну, Япония И там в как бы... Африке, Да. и в Китае есть немножко, но есть. Да. Вот. В очень трудных условиях. Но все-таки вот существует и как бы пробивается это вновь растущее. Да, да. И получается, что вот как святые отцы сравнивают, что Господь воспитывает человека, вот как камень водой точит, так вот и мою душу Господь чисто обтачивает. Вот. Все мои грехи, все мои колючки, как сказал Честертон, по-моему, что люди похожи на дикобразов, хотят прижаться друг к другу, а натыкаются на колючки. Вот такой же христианин я и был вначале, реально. Вот и сестры мои, кстати, думали, что я фанатик. Я приезжал с Москвы, они думали, что я такой вот фанатик. Вот. Потом я узнал общину православных татар. Я приезжаю, им рассказываю, говорю, вот в Москве есть община, там татары, мы собираемся, молимся на татарском языке. И мне сестра такую фразу говорит, ну вот они, наверное, вот такие же, вот как ты, не семейные, у них ни забот, ни хлопот. Я говорю, ну как? Они все семейные. Потом я начал делать фотографии. Такой чудной, да. Вот. Ну что ж, наша передача подошла к концу так незаметно. Я желаю вам и счастья, и победы над собой, и все более и более глубокого познания Христа Бога нашего через благодать Святаго Духа. Слава Богу за все. Да. Дай Бог вам. И всяческих успехов на этом поприще. Ну, дорогие братья и сестры, такой у нас сегодня был гость. Спасибо вам за ваше внимание. Я думаю, вам тоже было интересно.